Тара-тара-тара-та. Сколько там у нас? Почти 5 км. Ну, уже осталось чуть-чуть проехать. О, уже, да, брошенный тоннель какой-то, заброшенный туннель возле Гекского водопада там где-то. Ровная дорога. Только там были такие небольшие подъемы. Ну, такие обычные подъемы. Ох, какие скалы. Да, могущественные скалы какие. Да, должен быть водопад нормальный. Дождь прошел, 2 дня был дождь. Нормальный. Поэтому, наверное, я думаю, водопадик должен там быть серьезный. Вообще, вот у нас даже в Крыму, который самый большой водопад, Учансу, вот он, самый пик его, это вот именно когда прям он такой льет, мощный, это октябрь-ноябрь. Еще чуть-чуть захватывает декабрь. Все, потом уже он замерзает, когда уже морозик такой легкий уже ударит, вот, он уже замерзает, и такие небольшие такие бегут ручейки. Вот, а пик, да, это вот октябрь, ноябрь. А Учансу у нас, я не помню по высоте сколько, по-моему, меньше, чем Гекский водопад здесь в Абхазии. Гекский водопад 100 метров, а Учансу, по-моему, если мне память не изменяет, 70 или 80 метров. То есть Гекский на 20 где-то. Гекский где-то на 20 метров выше. Да, тут, конечно, трясучка есть. Камушки везде есть. Крупные, есть мелкие, но все равно едешь, а тебя трясет. О, лошадка. Боится. Лошадка. О, слышно уже водопад. А что, налево? Гекский направо, налево. А, тут кафе Гега. Направо. Кафе Гега. А нам на водопад. Оп-оп-оп-оп. О, тут, конечно, ну что, поедем по лужам. Проедемся мы по лужам, однако. О, ручей.